Компания «Фильм Австралия» представляет. Почему ты мне помогла? Ты меня спас и вернул одежду. Дикий бы так не поступил. Хочу тебя поблагодарить, но не знаю твоего имени. Риана, Спасибо, Риана. на том берегу ты будешь в безопасности. Почему сила чародея на тебя не действует? Не знаю. У тебя голос? Чародеи! Производство компании «Фильм Австралия» совместно с телевизией «Польска». «Чародей». 3-я серия. Авторы сценария Марк Шерефс и Джон Томпсон. В ролях Збых Трофимюк, Гося Петровска, Брайан Руни, Микела Нунан, Хитер Митчелл, Эндрю Макфарлан, Шиштоф Кумар, Рафал Звеш и другие. Операторы Мартин Макград и Дэнни Беттерхэм. Художник Николас МакКеллум. Композитор Ян Дэвидсон. Продюсер и режиссер Ноэл Прайс. Риана, бежим, скорее! Чародеи нас накажут. Бежим, бежим. Они отстали. Нет, они нас преследуют. Что ты делаешь? Нас выслеживают по голосу. Хочу его отключить. Выбрось его! Нет, стой здесь. Я их отвлеку. Пол! Пол! Тебе нужно бежать. Куда я пойду? Я не знаю этот мир. Отведи меня туда, где мы встретились. Мне опасно быть с тобой. Я покажу тебе брод через реку. Что я буду делать? Ты умный. Что-нибудь придумаешь. Если не поможешь, я пойду за тобой. Серьезно. Куда бы ты ни отправилась, что ты на это скажешь? Эй! Ты украл голос. Нарушил законы чародеев. Да, но я не знал, что нарушаю. Я не здешний. Я из будущего. Ты безумен. Нет, я докажу. В вашем мире нет плееров? Слушай, не бойся, это не больно. Ставь в ухо. Что это? Шоколадный рэп. Такая группа. Музыка 20 века. Теперь ты веришь? Мать Пола умерла 1,5 года назад. С тех пор нам очень трудно. Значит, Пол мог сбежать? Да, возможно. Я был занят работой и не замечал, что с ним происходит. Боже. Мистер Рейнольдс, Пол не сбежал, он был счастлив дома, много говорил о вас. Тогда где он? У него нет ни еды, ни теплой одежды, он беспомощен в лесу, вдали от дома. Спокойно, мистер Рейнольдс. Вам надо отдохнуть. А если Пол мертв? Алекс, не говори так. Я его подговорил. Это моя вина. Алекс. Не так быстро, Риана.
Риана! Пол, музыка кончилась. Что ты делаешь? Отдыхаю. Уже? Но мы мало прошли. Сегодня я прошел больше, чем за всю свою жизнь. В своем мире ты путешествуешь? Да, но обычно на автобусе. Автобус? Неважно, ты не поймешь. Как болят ноги. Эти ботинки тебе не подходят. Шутишь? Мои кроссовки стоят 150 баксов. У них ортопедическая подошва. Может, они спасли меня от той женщины-чародея? Она использовала электричество. Резина стала изолятором. Что такое электричество? Ты не поймешь. Не говори, что я не пойму. Я не дура. Риана, подожди. Слушай, извини, но мой мир отличается от твоего. Я не думаю, что ты дура. Поищем место для ночлега. Наконец-то. Разожги костер, а я принесу ветки. Что мне с этим делать? Ты не поймешь. Дай сюда. Здорово. В чем дело? Я попал в прошлое. Но откуда у чародеев летающие машины? Как они летают? Чудо. Чудес не бывает. Ешь. Это тебя подкрепит. Что это? Сушеный уголь, коренья и травы. Гадость. Все, что есть. Неплохо. Наверное, я сплю. Все это какой-то бред. Если это сон, то кто я? Плод моего воображения. Давай проверим. Ударь меня. Как можно сильнее бей. Нет, это не сон. К сожалению. Никогда не видел столько звезд. Вон Южный Крест. Но он не виден в северном полушарии. Значит, я все еще в Австралии. Вчера было затмение. Я в том же году. Я не в прошлом. Теперь я ничего не понимаю. Я тоже. Я в том же месте и в то же время. Но все по-другому. Пол, принеси ветки. Да, иду.
Пол! Пол! Сюда нельзя входить. Видел знаки чародеев? Круги со змеями? Да. Значит, вход сюда закрыт. Что здесь добывают? Это знают только чародеи. Пошли отсюда. Смотри, Чудо! это не чудо, это магнетизм. Здесь магнитная порода. Тише! За работу. Это было глупо. Нам грозила опасность. Не преувеличивай, обычная шахта. Ты не понимаешь. Что они делают с магнитной породой? Мы не задаем вопросов. Это знают... Только чародеи. Но разве вам не любопытно? Не хотите узнать? Я знаю достаточно. Зачем мне знать больше? Чтобы понять, как устроен мир, чтобы управлять своей жизнью. Это дело чародеев. А тебе все равно? Конечно. Я счастлива. Как ты вернешься в свой мир? Не знаю. Надо вернуться туда, куда я попал сначала. Где это? Где странная башня. Там я встретил тебя. Это рядом с моей деревней. Отлично. Туда нельзя идти. Здесь все нельзя. Отведи меня. Я хочу рискнуть. Помоги мне, и можешь его забрать. Почему он не поет? Этого я не помню. Я шел другим путем. Много троп ведет к башне. Так быстрее. Что ты делаешь? Если нас поймают, можем сказать, что не пересекли знак. Это то место. Как мне попасть домой? Вот провод, принесите пилу. Есть новости. Нет. Как мог Пол натянуть трос под кабелем? Пол не хотел, но я его не слушал. А следовало бы. Ты не знал, что так случится. Я привел сюда Пола, потому что ты нас шантажировала. Ты обвиняешь меня? Но все так и было. Пошли, ребята, мы едем домой. А как же Пол? Мы ему не поможем. Полиция продолжит поиски. Чародей займется этим. Пол, прячься!
Чародей. Это глашатай из Клэхила. Ашка слушает тебя, глашатый. Вчера дикие напали на жителей деревни. Я тебя не слышу. Чародей. Происходит что-то странное. Глашатый, говори громче. Осторожно. Отойдите от провода. Так было и вчера. Может, я проскочу? Стой! Дикие. Молодец, Риана. Алекс! Папа! Алекс! Смотри, Пол! Нет! Нет! Папа! Папа! Я здесь, помоги! Папа! Я видела Пола! Где? Там! Я видела сгусток пульсирующей энергии, а за ним Пола! Ты не поможешь Полу этими сказками. Это не сказки, я видела Пола! Он бежал ко мне. Алекс тоже видел. Мне жаль, мистер Рейнольдс. Я ничего не видел. Катрина, вероятно, ты устала. Я не устала. Я видела Пола. Почему вы мне не верите? Ты переутомилась. Пошли. Мы едем домой. Пошли. Риана, Пол, я думала, ты дома. проход закрыт. Не понимаю. Наш с Алексом провод соединил электролинии моего мира и вашу башню. Я попал сюда. Теперь они обрезали провод. И я отсюда не выберусь. Я видел папу, Риана. Я больше его не увижу. Что мне делать? Пошли со мной. Попрошу родителей помочь. Спасибо. Добро пожаловать в Клейхилл. Город высоких технологий. Что? Шутка. Просто ваш мир примитивен по сравнению с нашим. Если ты считаешь меня примитивной, можешь уходить. Возвращайся в лес и попытайся выжить. Ты не умеешь разжигать огонь, добывать еду. Так что недолго протянешь. Извини, я не хотел быть грубым, но мне трудно привыкнуть к этому миру. Жди здесь. Я проверю сарай. Не высовывайся. Вы охраняете мост. И будьте бдительны. Хорошо.
Пол, идем. Спрячься здесь, пока я не договорюсь с родителями. Что ты скажешь? Правду. Что за запах? Я обрабатываю шкурки. Да, я и забыл об этом. Не выходи, пока я не вернусь. Дикие были ужасны. Они появились из ниоткуда, со страшными лицами, похожи на мертвецов, вставших из могил. Но я не испугался, даже не сдвинулся с места. Стоял и смотрел. Осторожно, Марон. Больно. Привет, Риана. Риана! Где ты была? Дикие напали на папу. Ты в порядке? Немного болит. Скоро пройдет. Глашатай велел всем быть бдительными, сообщать обо всем странном. Почему тебя так долго не было? Я тоже видела диких. Я спряталась, и они прошли. Я вернулась дальней дорогой. Хвала чародеям, ты спаслась. Что у тебя нового? Ничего. Хорошо быть дома. Покажу, что я выменяла на рынке. Да, я здесь. Тебе бы на дискотеку. Дискотеку? Куда ходят танцевать? Я люблю танцевать. Спасибо. Когда я увижу твоих родителей? Я им не сказала. Почему? Не смогла. Сейчас опасно. Скоро все успокоится, и я им скажу. Что нам пока делать? Я знаю убежище в лесу. Пошли. Осторожно. Это самая лучшая в мире техника. Зачем она? Это камера. Она снимает. Риана, я покажу тебе мой мир. Там маленькие люди. Там нет людей. Это пленка. На ней изображение. Вот мой отец. Как его имя? Брайан Рейнольдс. Моя сестра Кристин. Они думают, что я умер. Пора идти. Риана, отойди от него. Мама! Делай, что я говорю. Кто ты? Его зовут Пол. Мы встретились на дороге. Откуда ты? Он с севера. С дальнего севера. Из какой деревни? Из Сиднея. Не слышала о такой. Она совсем маленькая. Далеко. Даже без почтового кода. Без чего? Папа, он меня спас. Я упала в реку, он меня вытащил. Я могла утонуть. Можно он останется? Нет, в моем доме нет места чужим. Помните приказ глашатая? Мы должны сообщить. Пожалуйста, мама. Кто это? Фильм подготовлен к эфиру отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург, 5 канал». Перевод Марины Стоговой. Режиссер озвучания Наталья Черкова. Звукорежиссер Светлана Анопренко. Инженеры звукозаписи Наталья Буримова, Артур Сагги. Текст читали актеры: Светлана Письмиченко, Елена Павловская, Александр Самойлов, Валерий Дьяченко. Редактор Елена Федотова.